И вновь мы с удовольствием желаем всем доброго вечера вместе с телеканалом ТНВ. Это программа «Вечерняя игра». И снова с вами мы, ее ведущие, Лия Сергеева, Петр Нижинский, Чай Лото и, конечно же, интересное общение с гостем. И в гостях у нас сегодня юная, прекрасная девушка, у которой столько регалий, что вы сейчас даже удивитесь. Итак, участница и финалистка 3 Олимпийских игр, золотой призер соревнований по плаванию Всемирной летней универсиады в Казани 2013 года, 39-кратная чемпионка России и рекордсменка России, вице-чемпионка мира и бронзовый призер чемпионата Европы Яна Мартынова. Яна, добрый вечер. Можно было добавить настоящая русалка. Русалка, Ундина. Ян, сразу такой традиционный вопрос. Все-таки более, наверное, старшее поколение чаще играет в такие игры, но все-таки наверняка в детстве с бабушками, с дедушками доводилось погонять-то лотошечку. А я думаю, в детстве Нет? были тренировки Некогда с тренером, чемпионаты Чего-то я не подумала, правда. Нет, на самом деле я ни разу не играла в эту игру. Я только так по телевизору как Сегодня бы в детстве будет первый раз, смотрела. да? То есть, нет. Ну, здорово. Тогда объясним правила. У нас есть вот такой вот замечательный мешочек, в котором лежат вот такие бочоночки, на которых написаны цифры. Яна, мы обычно всегда предоставляем гостю это право, то есть вы достаете бочонок, оглашаете цифру, которая там написана. Если она есть у вас на карточке, закрываете. Если она есть у нас на карточке, мы вот таким, как я люблю говорить, активированным углем будем закрывать. Кто первый закроет все линии, тот и победил. Но мы будем вдвоем играть. То есть у нас вот на двоих одна карточка. Два Но учитывая мое патологическое невезение в лото, это ни разу не фора. Так что просим. Заодно проверим. На старт, внимание, марш. Я должна озвучить? Да. 51. 51. Так. Нет, мимо. Я себе ставлю. Да, если есть. Прекрасное начало. Давайте еще парочку достанем. Сейчас. Смотри, какой честный человек, даже отворачивается от мешочка. 29. Отлично. Эх. Я вам отдаю? Нет, зачем? Я Можно могу. прям сюда на стол. Черными эфирчиками. Так, и еще одну. Ладно, последний раз. Вот это. 33. Так, нету. Рядом, вот совсем рядышком Может, было. там... А, нету. Ян, мы перед эфиром с вами обсудили вопрос того самого скандала, про который все слышали, из-за которого все возмущались. Не хотели ли вы о нем говорить, но все же нас журналистский долг обязывает. Придется, Яна, рассказывать. Что это было? Потому что мы не встречали ни одного человека, который бы сказал, да правильно там все нормальная ситуация. Давайте разъясним, коллега, немножко. А вот нам сейчас первоисточник и разъяснит. О каком скандале мы говорим? Это был допинг-скандал прошлого лета, 2016 года. Под который попали многие. Да. Но на самом деле все почему-то как-то началось с меня. Вообще непонятно. А дальше я как бы первооткрыватель, да, был, видимо, допинга. Да. И так получилось, что я готовилась к чемпионату мира в Казани, отобралась, и была очень счастлива, что именно я и самая первая отобралась. У нас потом Саня Красных отобрался тоже на этот чемпионат мира. И мы готовились к чемпионату мира, и я была на сборе в Армении, и буквально за 5 дней, когда мы возвратились домой, мне позвонили из министерства и сказали, что меня выбрали дать клятву спортсмена от всего как бы мира, от России, от Татарстана. Вот. И я была очень рада. Счастье добавилось. То есть вообще я была просто... Ничто не предвещало, как говорится. Да, что это прям было как начало конца, потому что все было так прекрасно, все было идеально. Я даже не знаю, не помню, когда я так была, наверное, счастлива, когда только выиграла Всемирную универсиаду, и когда вице-чемпионка мира стала. Ну, я была очень горда, что именно меня избрали, чтобы дать клятву, там именно клятву рассказывать про то, что я за здоровый спорт, за то, что я против допинга, это нехорошо. И так получается, что, да, я даю клятву спортсмена 24 числа. Перед клятвой спортсмена непонятно, почему меня решили взять допинг.
когда у всей команды брали 30 числа или 31, я не помню, хотя я ни от кого не скрывалась, как обычно, которые делают же ярдопингисты, они где-то прячутся, уезжают в какие-то страны, где их допинг... да, чтобы их допинг-контроль даже не достал. Мы как сидели с моим тренером в Казани, у всех на виду, и сидели. Вот меня приезжают, взяли... На самом деле было очень много подозрительных моментов, из которых можно понять. То есть первый подозрительный момент, мне допинг-офицер попросил отлучиться и принести полотенце. Я как... Всем всегда доверяю и оставила, извиняюсь, баночку со своими делами на столе и отошла. Потом вернулась и потом только поняла, что я сделала. Ну, естественно, я не думала, что может быть что-то может быть страшное, правильно? Потому что мне всегда говорят, что я слишком доверяю. Совесть чиста, чего бояться? Да, то есть я оставила и оставила, принесла полотенце. Хорошо, я даю клятву 24 числа, и почему-то все очень подождали, Русада наша замечательная, чтобы я дала клятву спортсмена, и мне просто на следующий день объявляют, у меня положительная допинг-проба. Откуда-то взялась. И для меня, для тренера, это был шок, потому что мы, извиняюсь, мы провели очень классную тренировку, и... Мы зашли в кабинет, и нам звонит главный тренер и говорит, что позвоните Сальникову, вице-президента, что у вас что-то проблема с допингом. Я сказала Гульнаре Мансуровне своей, что Гульнара Мансуровна, наверное, надо еще раз дать, то есть, как может быть, что-то еще, второй раз надо повторно, то есть я даже не могла подозревать, что вообще могло произойти. Мы звоним, и нам говорят, что у вас положительная допинг-проба. И, то есть, моему тренеру говорят, и она сидит и начинает просто становиться бордового цвета, кладет трубку, говорит, Ян, у нас допинг. И тут все, и как бы, я не знаю, это, как вот бывает, жизнь рушится перед ногами. То есть все, для меня жизнь была закончена. Я, как сейчас помню, я звоню маме, плачу на взрыв, говорю, мам, это конец. Потому что из таких ситуаций не вылазит. Но неужели не существует шанса на ошибку, чтобы была? Существует, просто в моей ситуации Русада и все остальные сделали все, чтобы меня наказать. Показать, какая Русада у нас правильная, что она не только умеет отмазывать спортсменов, но и в моем случае они решили выпендриться перед ВАДой и показать, что мы умеем наказывать. И мне влепили по самое не хочу 4 года. И самое интересное, что когда мне объявили, что у меня положительная допинг-проба, я позвонила в министерство, то есть мне было стыдно настолько перед этими людьми, которые в меня верили, перед нашим министром, замминистром, то есть перед моим тренером, перед всеми людьми, которые в меня так верили, ждали от меня выступления. Столько людей, друзей звонили, говорили, Яна, мы купили билеты, и я сама была счастлива, ходила просто такая в окрыленном состоянии, и мне было так, и я прям села перед ними, когда меня посадили, я им говорю, простите меня, пожалуйста, но не за то, что я не знаю, как такое произошло, но мне очень стыдно перед вами, потому что я вас так подвела, хотя не намеренно. И мы на следующий день, я сказала, давайте сдадим еще раз. Я не верю, такое не может быть. И самое интересное, что я сдаю допинг свою пробу, ну то есть сдаю пробу, сказали, проверили, Русада пыталась что-то найти, они не нашли ничего этого препарата. То есть проба была абсолютно чистая. Но неужели это не подтверждает? Нет, они сказали нам, извините, то есть первое по слово съела корова. Да, то есть они сказали, если нашли, все, нас не волнует. Я проходила детектор лжи. Ой, что я вот не, так даже. да, что я не принимала этот препарат. Я даже не знала о его существовании. Что я не знала даже, где он... Мне вот такие вопросы. Знали ли вы, где он продается? Знали ли вы, что он такой существует? Принимали ли вы его за несколько месяцев? То есть все вопросы дали отрицательные. Но просто мне попались такой юрист недобросовестный, который сделал все возможное, что его попросила Русада сделать. То есть вы считаете, все-таки это такая тонкая подстава? Это вообще чистой воды подстава. И... То есть даже, знаете, если даже, может быть, мне кто-то из спортсменов подсыпал этот препарат, но... Меня должны были оправдать, потому что у меня были все доказательства невиновности. Но они сделали все, чтобы показать, какая ВАДа тогда же начала уже на Русаду
вот это вот бум, то, что я атлет. И Русада, она просто решила свою, мягко говоря, попу прикрыть. Вот такой спортсменка, как я, потому что... Убрать конкурента. Да, то есть я и казанская, и чемпионат мира, и я дала клятву, и, видимо, просто им сказали, вот идеальный вариант показать Ваде, какие мы хорошие, что мы своих не отмазываем. И мне влепили просто 4 года, и все. Так, насколько известно, нам социальные сети просто взорвались. Кишели просто негодованием. Да, на самом деле я читала очень много неприятных отзывов в свою сторону, что нет, так ей... мы читали только то, что поддержку. люди возмущались именно этой ситуацией, потому что все понимали, что тут мнение что-то всегда нечисто. разделяется, то есть будет Ну и да, такое, были и и такое. хорошие моменты, и плохие. И, если честно, мне было настолько тяжело и больно, что когда этот даже чемпионат мира проходил, у меня была такая ситуация, я боялась выйти на улицу. Мне казалось, что на меня будут показывать пальцем и говорить, вот идет допингистка. И для меня это была, то есть трагедия для меня и моей семьи, на самом деле. Потому что такое пережить, на самом деле, я на самом деле никому не посоветую. Это очень больно и неприятно, когда ты столько лет находишь в сборной, и тебя просто берут и как мусор какой-то убирают. Но на самом деле самое главное для меня бальзам на душу, что мой Татарстан родной, единственный, кто меня не бросили. Наша федерация плавания, они на меня наплевали 100 раз и, наверное, там прыгали от радости, что ладно, убрали девочку, молодцы. Но именно Татарстан, то есть министерство, Центр спортивной подготовки, министр, замминистра, то есть директор ЦСП, они так меня поддержали, они делали все возможное, чтобы мне помочь. То есть они вот и помогали, то есть и там какие-то вот, то есть и бумаги, и чтобы я и детектор лжи прошла, мы предоставили бумаги, но просто все, что мы делали, было просто бесполезно. Ян, спасибо большое, что дали нам возможность сегодня услышать все это. За откровенность, это очень эмоционально все. Это все искренне. Да, давайте мы эту тему закроем, не будем больше о ней говорить. Мне такая сразу ассоциация пришла в голову. Вот как корабль вы назовете, так он и поплывет, говорил товарищ Врунгель. Да, вот Русада, если был бы Русрай, вполне возможно, все бы срабатывало по-другому. К слоганам и всевозможным номерам телефонов давайте обратимся прямо сейчас. Реклама на нашем канале. Ян, ваш папа известный футболист, мама не менее известная волейболистка. То есть, получается, они вас где-то так подталкивали в спорт? Или все-таки намеков не было, и вы так сами? Хочу. Я, на самом деле, не помню, чтобы я хотела заниматься спортом. Как-то сразу в бассейне очутилась. Просто у нас дом, где мы живем с родителями, жили с родителями, он находится, то есть бассейн через дорогу Оргсинтез. Они с намеком туда переехали? Вот, и просто как каждый здравомыслящий родитель, они всегда, то есть отдают ребенка в бассейн, чтобы просто хотя бы умел плавать. И первое, меня сестру мою старшую отдали, Марину. Она меня на 6 лет старше, она тоже была и призеркой чемпионата России, и мастер спорта, да, России, забыла. Вот, ей меня тоже как мелкую туда, хоп, к ней спихнули, и она меня постоянно, вот я как сейчас помню, я маленькая, в 6 утра садилась, маленькая сидела. Маленькая это сколько? Вот со скольки лет вы вообще к погружению стали привыкать? 4,5 лет пошла. 4,5. Да, и вот она меня за шкирятник и с собой тащит, а я сплю, иду за ней, вот. И меня вот так вот отдали как бы тоже для здоровья, но не думали на самом деле что-то, мне кажется, каждый родитель не думает, что там вырастет из его ребенка чемпион. Вот. И у меня просто стало получаться из-за того, что я с детства видела, как мой папа работает, как он пашет, как он приходит с тренировки. У нас был маленький пуфик, он даже до сих пор есть около двери. Он садился, и минут 30 он вообще не вставал с него. Он сидел вот так вот. Я подходила маленькая, кроссовочки ему снимала. Мы ждали, когда он помоется после тренировки. Мы все садились кушать, ждали папу. Я видела, как он для нас старается, как он всю эту тяжелую работу на тренировках выполняет. Он тогда уже футболист, то есть был. Вот. И я смотрела на папу, и я даже хотела такой же стать, то есть такой же спортсменкой. Я видела просто, когда папа приезжал, сколько он всяких там вкусняшек привозит, всякие вещи там классные из-за границы. И я тоже так хотела, я даже маленькая, как помню, мне вот лет, наверное, 12 было, мы ехали в Домбай на сборы со сборной России, и я оттуда даже вот
смотря на папу, что он что-то... Я тащила оттуда 2-литровую газированную воду, которую можно, в принципе, купить в магазине было. Но я хотела быть как папа. Вот я положила и привезла в семью. Давали какие-то джемы, я все это складывала. Я, конечно, еле тащила это все на себе. Но я как папа прям привозила, открывала, всех звала к себе, говорю... Это тебе, это вода тоже тебе. То есть вообще очень было. И я на самом деле благодарна своему папе, что... То есть он своим вот этим... Как он вот себя вел, как он тренировался, как он показывал, что он добивается. Я ему благодарна, потому что это все я впитала как губка. И тоже смогла вот добиться в спорте хороших результатов. То есть дома появился второй маленький Пуфик. Да. Да. А когда наступил тот момент, когда вот это плавание для здоровья перешло уже в серьезное плавание? Наверное, лет в 10, потому что я сначала изначально просто купалась, что-то там дергала ребят за плавки, мне тренер рассказывал, постоянно пу-пу. То есть сижу под водой, они плавают, я там то за ногу, то за плавки. Ничего себе, Ихтиандр-хулиган. Да, то есть у меня тренер Гульнара Мансуровна, вот она постоянно выгоняла с тренировок, я постоянно с ней ругалась, вот, даже бывало обзывалась, говорила, плывите сами, я это не поплыву. И вот, и она как-то меня последний раз выгнала с концами прям. И мама пришла к ней и говорит, Гульнара Мансуровна, она вам еще покажет, простите ее, возьмите, да, то есть она еще вам докажет и покажет. И Гульнара Мансуровна меня простила последний раз, и вот я вернулась, не знаю, как так получилось, но я поймала кайф того, что я начала обгонять своих сверстников и старших, кто у меня на 3-4 года были в группе, я их стала обгонять на тренировках. Я была сначала самая маленькая и где-то ковырялась там сзади, то есть у нас было где-то 50 человек. Я стала обгонять, и тренер просто во мне заметил то, что мне это нравится, и я реально работаю, да, что я работаю на тренировках. И вот мы в 10 лет стали на веселый дельфин готовиться, я там стала 4-я, вот, среди возраста, который на год меня старше, вот, а в 11 лет я выиграла абсолютно веселый дельфин. И все, и с этого как бы началась моя спортивная карьера, мы стали ездить на сборы постоянно. И вот так вот все понеслось. То есть я всегда, и даже своим, сейчас, который школу плавания открыла, и всегда своим спортсменам говорю, что вы должны поймать вот этот кайф чемпионства. Вот вы только почувствуете маленькое вот это, вот привкус вот этот того, что я выиграл, блин, это так классно. То есть это так круто, я первый. То есть и вы потом, у вас просто по нарастающей пойдет, вы еще больше захотите, чтобы у вас это как бы развивалось. Цели достигать, да. И дальше. Веселый дельфин, смешной кит. Чтобы побеждать в веселом дельфине, в смешном ките и двигаться дальше, тренер важен. И да, ведь именно с той своей первой наставницей, которая вас выгоняла, и в последний раз в том числе, до сих пор ведь вы с ней сотрудничаете. Насколько важна вообще вот роль тренера? Очень Каким важна. он должен быть? Тренер должен быть строгий, но справедливый. Тренер должна быть как мама. То есть для меня Гульнара Мансуровна – это вот моя вторая мама. И я настолько сильно ее люблю, что я любого готова за нее порвать, что хоть кто-то ее обидит или кто-то плохое слово в ее сторону скажет. То есть я вообще прям к ней отношусь как к моему самому близкому, родному человеку, потому что я уважаю и ценю, что она для меня сделала. Она оставляла семью, чтобы со мной ездить на сборы. То есть это немаловажный труд, когда ты постоянно по 3 месяца не бываешь. И то есть она такая молодец, что я говорю, у меня любовь к ней на всю жизнь, что она никогда не пропадет, и я ее прям ценю и готова всегда ее оберегать. И она меня очень сдерживала всегда. То есть она была строга со мной, но это только пошло на пользу. То есть многие девчонки в подростковом возрасте начинают там, ой, неохота, мальчишки, хочу гулять. У меня, конечно, не было прям что-то нереально такого, прям хочу и не могу. То есть у меня было, я хотела, конечно, погулять, но мне тренер мой объясняла, для чего мне это все нужно. Для чего мы это делаем? И я сама понимала, когда я выиграла, что это очень круто, что погулять еще 100 раз мы успеем. Да, а вот выиграть золотую медаль, стоять на пьедестале, этот человек не каждый может добиться. Вот. И тренер, он, конечно, очень важен. Но
как говорят, 50 на 50, я всегда говорю, что, мне кажется, самоотдача должна быть 100% и 100%. 100% тренер и 100% ребенок. Вот у нас всегда так с Гульнаром Мансуровной Ну, было. поэтому вы оказались на пьедестале с золотой медалью на груди. А что чувствуешь в этот момент? Потому что, ну, нам явно не грозит это почувствовать, узнать. Золотые медали не дают. На пьедестал тоже не зовут. Да, нам и тут комфортно. Что я чувствую? Когда стою, я всегда говорю, благодарю Бога, как бы, Господи, спасибо за то, что Ты помог мне добраться на высшую ступень, занять вот золотое место ради моей семьи, ради моих близких, потому что я стою и вижу, как мои родители сидят, например, на трибунах, как они радуются, как там мама плачет, папа там ликует, то есть это очень круто, когда я вижу глаза тренера, что она сидит и говорит, ты молодец, мы молодцы с тобой, когда сразу ко мне подходят, или подходили вот Халил Хамитович, замминистра, или, говорю, опять-таки министр, они все поздравляют, обнимают. Как, я вижу, как они гордятся, то, что я их спортсменка из Татарстана, и для меня это что-то вот такое вот, я говорю, это непередаваемые чувства, потому что я тоже всех вот в этих, кто мне всегда помогали, вот, в министерстве, в ЦСП, я считаю, что это мы как одна семья всегда были, потому что, я говорю, они до сих пор меня даже поддерживают, ни разу мне не было сказано слова «нет» какой-то просьбе моей, то есть там такие замечательные люди, и я прям тоже очень рада, что наши пути с ними вот пересеклись и пересекаются, и всегда желаем только здоровья, чтобы у них все было хорошо. Ну, а взойти на пьедестал победителей под гимн своей страны еще хочется? На Олимпиаду 2020 есть планы поехать? Да, я бы, конечно, очень хотела. Конечно, пьедестал бы, наверное, будет сложно очень войти, потому что там вообще какие-то киборги плавают. Вот. Для меня была бы даже победа, и, вы знаете, поехать на Олимпиаду, даже уже поехать на Олимпиаду в Токио, потому что пережить то, что пережила я, это очень сложно. И даже если бы я попала в финал, я бы была безумно счастлива. То есть я, конечно, не равняюсь, но я понимаю, что занять медаль это очень тяжело, потому что девчонки сейчас плавают очень быстро из других стран. И для меня всегда было счастье хотя бы выиграть даже чемпионат России, поехать на чемпионат мира, чемпионат Европы, попасть в финал чемпионата мира. Для меня это было счастье. А если я выиграю медаль, то это вообще 100 раз больше счастья. Вот. То есть я, на самом деле, когда со мной все это произошло, я поняла, что просто счастье и радость даже находиться, быть рядом с своей командой, в сборной. Вот, что вообще какие-то там, которые проблемы я часто переживала, вот не получилось. Вроде выиграла чемпионат России, хотела побыстрее проплыть и тоже расстраивалась. А сейчас я понимаю, когда ты понимаешь, что вот сейчас у тебя этого вообще ничего больше нет, и ты не можешь даже ни в одном виде спорта выступать, ты начинаешь жизнь с такой стороны ценить, что вообще бывают такие, которые были проблемы, это такая мелкотня вообще. Вот. А что сложнее на соревнованиях? Победить себя или все-таки победить и оплыть соперника, соперницу? Для меня, мне кажется, победить себя, потому что я перед стартом начинала копаться в себе. Ой, я знала всегда, что 400 комплекс это ужасно тяжелая дистанция, и я ее до ужаса боялась. Всегда, абсолютно. Поэтому плыла быстрее всех. Хотя я знала, что я встану и выиграю, потому что я всегда знала, что я работаю больше всех, и я достойна первого места. Вот, и я всегда боялась, а вдруг меня обгонят? И вот это меня, наверное... Это прямо вот перед стартом, да? Какой-то внутренний диалог начинается. Потому что, да, внутренний диалог, потому что я знала, что на меня ставят ставки. Опять-таки наш весь Татарстан, что я не могу проиграть. И вот эта вот ответственность, она меня постоянно терзала внутри, потому что, а вдруг? Хотя я знала, что я сильнее, но вот это вот тоже ковыряние в себе начинается. Вот это часто, скорее всего, и давало, что я могла плыть намного быстрее, но вот. Ну так а как с этим тогда справлялись? То есть нужно просто нырнуть и все? Просто не знаю, как справлялась. Прыгала, да, и плыла. Просто потому что... Ну я думаю, в момент, когда вы... Даже бывали моменты, когда вот уже обгоняют, но я понимала, я не могу проиграть. Мне было бы стыдно проиграть за себя. Я бы посчитала себя сразу слабачкой. И для меня это было бы самое вот ужасное, что я проиграла, и мне было бы противно за себя. Поэтому я, стиснув зубы, всегда вот просто рвалась до последнего, до бортика, чтобы не проиграть. И, слава богу, получалось.
А кто сейчас, из какой страны женщины быстрее всего плавают нынче в мире? Киборги, где они? Американки, также венгерка Катенька Хошу. То есть они, конечно, жесткие результаты показывают. Я не знаю, как они так плавают быстро. Не знаю, не могу сказать, но не знаю. А с соперницами по соревнованиям получается дружить? Или все-таки это соперник, я ее должна победить? Какая дружба? С некоторыми получается, с некоторыми нет. То есть прям есть конфронтации жесткие бывают? Да, то есть... Как у боксеров перед поединком, да? Да, ну то есть... Глаза в глаза, плавником по физиономии. То есть, когда мы, конечно, на суше или вместе на сборах, да, мы нормально, хорошо общаемся. Но когда, конечно, перед стартом, это не очень, мне кажется, правильно, там, сидеть и сюсюкаться с ними. Ну, по крайней мере, мне так, мне нужно настроиться, потому что все-таки это и психологическая такая атака, что нужно психологически себя настроить перед стартом. Вот есть такие вампиры-спортсмены, которые ля-ля-ля-ля-ля-ля подходят, вот это начинают калякать. Это вообще, конечно, тоже бывает выбешивает, и они тем самым энергию твою забирают. А ты должен перед стартом прям быть как вот единый купол, все вот это скопить в себе, прыгнуть и все, и выдать все, что ты можешь. Да. А вот мне интересно вдруг стало, а может быть даже спортсмены с пловцами, в частности, какие-то специальные психологи, может быть, работают, которые техники им рассказывают, там, этого не слушай, слушай себя, Я перед слушай Олимпиадой меня. в Лондоне работала с замечательными психологами, они у нас в Казани, Гульмира и Рашид. Вообще, на самом деле, такие очень крутые профессионалы, и когда ты с ними работаешь, я вот вышла на старт, я прыгнула и вылезла. Я не поняла вообще, что я сделала. Но я проплыла близко очень к своему рекорду России, когда я давно не могла к нему подплыть. И это на самом деле, по идее, сначала думается, это какое-то волшебство, но все равно вот это, мне кажется, энергия космоса, вера в себя, все это на самом деле есть. Что они такого сказали-то? Да, ну вот там мы проходили всякие медитации очень интересные. Они просто заставляют твое тело, твою душу понять, что ты сильный, что не должны никакие вот эти неправильные энергии разрушать тебя, потому что ты как бы творец своей судьбы, своей жизни, и ты можешь добиться все, что ты хочешь. Вот. Мне вот сейчас кажется, пора нам сюжет посмотреть один. Не скажем мы вам, какой. Пора. Давайте посмотрим. Дмитрий Жилин и Яна Мартынова знакомы 6 лет. Познакомились в важные для обоих дни. Они представляли Россию на Олимпийских играх. Дмитрий увидел в Яне не только талантливую спортсменку, но человека, которого давно искал. Я ценю в ней преданность, то, что она верна мне во всех своих мыслях и так далее. Ну и то, что она работяга и целеустремленная. Их объединяют не только чувства, но и общее дело. Молодые люди открыли в Казани школу плавания, в которой тренируются и мастера спорта, и те, кто еще только учится плавать. Яна готовит ребят к участию в соревнованиях, а Диме родители доверяют самых маленьких. Под его присмотром малыши только начинают знакомство с бассейном. Все возраста мы затрагиваем. То есть кто не умеет плавать, и те, кто умеет плавать для оздоровления, и те, кто вообще профессионально занимается плаванием. Некоторые спортсмены поедут вот на чемпионат Москвы, на чемпионат Приволжского федерального округа. Вот мы к ним эти соревнования готовим. Совсем недавно, в День всех влюбленных, в жизни Яны и Димы состоялось знаменательное событие. Они гуляли по набережной и решили зайти на шуточную регистрацию в сказочный ЗАГС. Там Дмитрий сделал Яне предложение, но не в шутку, а совершенно серьезно. Было холодно, кстати. Нам пришлось стоять минут 40, но она терпела, ничего не сказала. Для себя решил, что да, это тот человек, с которым я смогу прожить всю жизнь. Пожелаем молодым счастливой семейной жизни и чтобы все их мечты сбылись. Ой. Яна нам сейчас за кадром рассказала, что все было очень романтично, но очень непросто.
Я чуть не умерла от холода, если честно. Я стояла и проклинала все, что можно. Думаю, зачем мы стоим тут так долго? Догадок никаких не было, да? Ну нет, ну как-то, знаете, я потом просто поняла, что были какие-то просветы, потому что он, ну такие вопросы задавал. Чего-то спрашивал, да, выведывал. А как Тимур сделал твоей сестре предложение? А какой размер пальца? Да, то есть он такие вопросы, я тут думаю, наверное, что-то там планирует. Вот, но когда стояли, нет, не знала, думала, убью его, когда дойдем до туда, потому что я прям вся промерзла насквозь. Ты, получается, строгая барышня. Да. Он поддерживает, особенно вот в ситуациях, которых мы не будем сегодня. Да, которые мы решили не поднимать больше. Да, он всегда меня поддерживает в любой ситуации. И даже когда мы не соглашаемся, я стараюсь все равно к нему прислушиваться, потому что все равно он мыслит более здраво, как-то я могу сказать. Потому что я больше всегда эмоции, вот это мне... И как девчачий, вот он всегда там, успокойся, так, надо, подожди, давай поразмыслим. И я стараюсь все-таки к нему прислушиваться, потому что он все равно более мудрый, я считаю, человек. Вот, и, в общем, если честно, я забыла, про что мы говорили уже. Это замечательно. А дату свадьбы назначили уже? Нет, и вот самое интересное, что я, наверное, такая одна ненормальная невеста, которой лень вообще все делать. Придется жениху брать на себя эти Потому что, я говорю, вот у меня подружка тоже, Наташка, она в сборной России плавает, ей тоже парень сделал предложение, Саня, и она уже там тоже все планирует с подружками, там вот платье ходит, выбирает, они там ресторан, и я такая сижу... Так, да. Надо регистрацию пойти. Так лень. Платье выбирать. Ой, тоже надо ходить. Платье выбирать. То есть я такая какая-то... По течению. Странная невеста. Но я просто знаю, что все равно все будет хорошо, и мы поэтому не торопимся. Вот он сейчас с соревнований вернется, и мы, наверное, сядем, пойдем, подадим. Вот, я даже не знаю, как это делать. В ЗАГС вроде записаться там куда-то надо. Я даже не знаю вообще. А есть уже вот такая вот картинка свадьбы мечты? А ведущего нашли? 8,90. На самом деле, вы знаете, я не сторонник вот этих всяких конкурсы. Ведущих. Вот как я вижу свою свадьбу? Я вижу, Бассейн вернем, и нормально. Я вижу, что вот мы прошли в ЗАГС в регистрацию, зарегистрировалась. Во-первых, сначала бы хотели все-таки обвенчаться. Вот это самое вот главное для нас. Вот регистрация. И потом мы просто бы хотели всей семьей с друзьями, да, где-то посидеть, потанцевать, пообщаться, без всяких там конкурсов, вот это. Просто и меня вот, я прям вот как вижу, и прям рвануть в Америку. Вот это для меня идеальная свадьба. А если скажет тренер, допустим, через там 2 с небольшим года, давай возобновлять тренировки к Олимпиаде 20-го, и надо для этого уехать, допустим, в Лос-Анджелес? Lегко. То есть ради тренировок? Ради этого, чтобы доказать всем, что это была несправедливость, и отобраться на Олимпиаду. Я даже могу дать 100%, для меня несложно будет отобраться на Олимпиаду. Вендетта какая-то получается. Да, что я могу сделать все возможное. Я просто человек-работяга, который сделает все возможное, чтобы, например, отобраться, доказать. Просто нужно посмотреть, стоит ли это опять вот влезть в эту грязь, к тем людям, которые со мной так поступили, вот, и тратить свое здоровье. Посмотрим. Просто я тоже загадывала, что я поеду и в Рио, и еще и на 5-ю Олимпиаду, а в итоге так получилось. Поэтому, мне кажется, сейчас нужно просто жить одним днем, а там как Бог даст. Если даст силу тренироваться, то вообще с удовольствием. Потому что я даже сейчас тренируюсь, я записалась на кроссфит. Вот сегодня занималась перед вашими съемками быстренько, сгоняла на кроссфит. То есть я люблю вот эту работу, которая убивающая, прям ты еле там занимаешься. Да, то есть такую жесткую работу, я очень люблю ее. И мне не трудно тренироваться и вернуться в спорт вообще. Как приятно это слышать, отрадно. Давайте тоже жить здесь, сейчас, моментом. Моментом и другими всяческими прибамбасами. Да? Реклама. Давайте поиграем. Сейчас. 17. Так, 17. Да. Это нам везет.
Наконец-то Как лоток, мы поплыли. нравится? Да, Азартно? ничего сложного. Ян, еще один бочоночек. Я на самом деле очень люблю играть в монополию. Вообще, она меня прям так, эта игра заводит в плане того, что там нервничаешь. 43. Так. И когда забирают все твои эти... Или... Я забираю все Забирайте. вот эти. Эх, я начинаю нервничать. А просто моя коллега чуть ранее сказала, что ей не везет. Она же не сказала, что мне катастрофически прет в эти Мы игры. друг друга уравновешиваем. Яна, мы тут, пока готовились к программе, обнаружили еще одно очень интересное хобби. Даже и не хобби, а, наверное, это все-таки страсть, увлечение и любовь. Кошки. Кошки. Да, Сколько их сейчас у вас? 3. Но я на самом деле всех люблю животных. Я просто люблю... У меня бывает только не моменты, а часто. Я помогаю бездомным животным. Ага. Я беру себе на передержки, но собак не беру, потому что Дима меня точно вместе с ними из дома выгонит. Вот. И я беру кошек, ну, котят в основном, котят. Вот, и, как раз о, сейчас Зевсик, и Зевсик. Зевсик, Софочка вот у нас. Вот, и Рыжик. Вот, и я беру их и выхаживаю, лечу, делаю им уколы и нахожу хозяев. Ну, вот у меня с лета получилось где-то пристроить, может, 28 котят или да, вот так вот с кошками вместе. Вот, и это, конечно, очень сложно, но вот сейчас я не беру, ну, какой-то 2 недели не брала, потому что я была на сборах, и еще не беру к тому, что я как-то немножко испугалась, потому что последний раз, когда там взяли одну кошечку, мы ее дали на другую передержку, у нее отказалась чума, и она умерла, и там заболели еще несколько, и у меня сейчас какой-то страх появился, потому что я всегда брала вот так, любых забираю и все, а у меня 3 моих. И я испугалась, что вот так вот не проверю, и если что-нибудь с ними случится, я, наверное, себе никогда не прощу. Но все равно ближе к лету, или сейчас, я все равно буду стараться по одному. Я вот еду, забираю из подъездов котят, вот, или кошечек. Вот это Рыжик, которая у нас была, это вот она у меня была на передержке, вот, и она попала ко мне совсем маленькая, она вот кушала, извиняюсь, и сразу под себя в туалет ходила, у нее какое-то что-то было. И я вот ее выходила, и ее кто-то не забирал, она страшненькая, наверное, была, я не знаю. И она еще такая подлиза стала, прям не отдавайте меня, я ваша навеки. И вот мы ее так оставили, и вот получилось строить. А как ваших 3 котеек относятся к квартирантам на передержке? Я их стараюсь иногда, ну, то есть некоторое время не соприкасать, пока я их там, всех котят или кошечек обработаю, а потом нормально, они сначала шипят, а потом начинают бегать, играть. Но у нас было, на самом деле, 4 кошки, у нас была 4-я тоже, вот у нас 2 веслоухих шотландцев, и Рыжик у нас это бездомная. И была 4-я кошечка, Сонечка я ее назвала. Это была шотландец, но с ушками прямыми страйт. Я ее забрала с улицы, то есть она была обалденного шиншиллового окраса. Вот, и я поехала, ее забрала из-под машины, достала. И она у меня долго была, жила 2, может, или 3 месяца. Но Зев стал ее обижать. Я не знаю почему. Он ее стал кусать. И мне просто пришлось ее отдать. Я очень не хотела, тоже плакала, переживала, я ее так полюбила. Но я отдала просто очень хорошим людям, родителям, которые ребенок ко мне ходили на тренировки. Вот, и там просто очень замечательные люди. И вот я им отдала, и она у них там живет припеваючи, они сейчас души в ней не чают. Кошатники нашли друг друга, я смотрю. Все, уходим от кошачьей темы, обещаем. Какая вы дома? Дома? Вот тоже заходите, садитесь на пуфик, 30 минут, а потом какая? Потом... Да нет, я даже не сажусь, я сразу начинаю что-то делать. Захожу, там, убираю за кошками первым делом, потому что Дима очень ругается, все равно какой-то иногда запах стоит, потому что 3 все-таки кошки. Вот, и там готовлю, покушать, естественно, Диме. Телевизор смотрю. Я даже не знаю, что вчера делала. Даже не помню. Ну, не знаю, может, любимую книжку какую-нибудь можно схватить, почитать, или любимый телеканал. Да, бывает, ну, или книжку читаю. Сейчас читаю книжку «Осознанность» называется. Забыла, на самом деле, как автора, потому что она новая, но я забыла, название все зависит, конечно. Да, вот, и там просто очень много интересного рассказывается тоже про медитацию, про веру в себя. На самом деле, очень интересно. Откуда такое увлечение, кстати, Ян? После некоторых Кто-то дал эту книгу? Нет, я просто в интернете набрала, вот, очень много часто читаю тоже в интернете, там,
про всякую психологию спортсменов и так далее, вот. И вот она просто вышла, мне как-то, я набрала там книжки о там, вере в себя, победе над собой, и вот она как-то выпала, я подумала, ну, надо посмотреть, я открыла, и мне очень понравилось. Вот. А рисковые увлечения, ну, допустим, машину быстро поводить? Угнать, а поводить? Нет, я вот в Лос-Анджелесе, у нас была с Димой машина, да, я водила, там не боялась. Тут, кстати, тоже вожу, но тут все равно побаиваюсь. Тут страшно, да? Тут побаиваюсь, потому что у нас водители, на самом деле, нормальные какие-то ездят. Там, да, потому что очень часто подрезают, не пропускают. И я ездила вот одна на джипе. Ага. Вот сейчас. То есть на джипе спокойнее. Да, на джипе мне спокойнее. А вот на седане сейчас мы едем. Мне Дима не отправляет одну, потому что он знает, что я все равно боюсь, и бывает, что... Оберегает. Да, оберегает. Но мне все равно нужно все-таки попробовать самой уже это. Ну, так а манера вождения у вас какая больше? Все-таки агрессивная или спокойная? Нет, я как Тихонечко? бабушка за рулем, тихонечко еду. Хотя на трассе иногда получается разогнаться. Когда никого нет, я вижу, еду. А музыку какую, кстати, вы любите слушать? Ну, в том же самом автомобиле, когда едете? Ой, я очень люблю транс, дабстеп. То есть такую Такая электронику? неуспешная Драм-н-бейс. бабушка в правой полосе под драм-н-бейс. Да, то есть я вот такой очень... Проезжай. Да? Ну, это просто очень такая крутая музыка. Я ее даже перед стартом люблю транс слушать. То есть она вот как-то меня прям вот опять-таки, говорю, заводит эмоционально, что все круто, сейчас я вру, хорошо. Вот, и также стараюсь и в жизни просто слушать. Когда занимаюсь спортом, тоже слушаю. А с наушниками, с плеером перед стартом Да, выходила? бывает такое, Да. камеры выхватывают, и спортсмены ходят. И там, Что Но у они- меня не такие, я не люблю там с кого-то копировать, как Фелпс или еще кто-то одевать. У меня маленькие такие наушники. Так что слушают спортсмены? Они себя как-то настраивают, какая-то специфическая музыка. Ну них да, у может каждого своя музыка. Кто-то рок слушает, Это рок я кого-то тоже Slipknot люблю, орёт там, да? Скорпионс, например, вот тоже Кто-то, обожаю. ты самая обаятельная и привлекательная. Да, кто-то Вот там. их Там за мои зеленые глаза пора плыть. Да, у каждого, кто вот любит какую музыку, кто-то ее и слушает. А может быть, у кого-то, я не удивлюсь, какие-то медитационные, на самом деле, есть моменты, которые там, давай, у тебя Давай, сейчас все плыви. получится. Да, то есть, наверное, такое тоже есть. отсель давай. А есть приметы, кстати? Ладно, давай про Приметы приметы. какие-то особые у спортсменов есть? Вот у пловцов. Вот Там, не одевать на самом плавки деле, задом можно наперед. я не могу- Наизнанку. Нет, я могу вот это, может быть, не считать за примету, но такое часто бывало, что если я еду на соревнования, и мне снятся вот в поезде, что какие-то у меня тараканы или жуки, то есть вот несколько раз такое было, что я проплывала реально не очень хорошо. Так, а что должно присниться, чтобы хорошо проплыть? Не знаю, просто выигрываю или вообще ничего не снится. Мне самое интересное, знаете, вот вернемся к той теме, вот про которую с вами О произошла. которой нельзя говорить? Да, про которые, это как Волан-де-Морт, имя которое нельзя называть. Были реальные предпосылки, видимо, я не знаю, с небес или откуда, что мне снилось, что у меня допинг-пробу находят положительную несколько раз. Я еще говорю, Гульнар Мансуровна, что за ерунда снится? Она такая, не знаю, Яна, с чего? Я говорю, тоже не знаю. Ну, мы там хихихака, то есть, в принципе, даже не придали это значение, потому что такого не может быть А в вообще. роду ведуньи были? Не знаю, но у меня очень часто вещи, да, сны снятся. Потом, я говорю, предпосылки были к тому, что мы с Димой ехали, перед нами черного кота сбили. Это вот когда еще, может быть, месяца через полтора все должно было случиться, мы еще остановились, я там пыталась его оживить, а тот уехал, как сбил, уехал, представляете, и у меня, конечно, тоже была паника, и он вот, ну, умер, и все, Дима его отнес на обочину. Когда приехали в Армению, я потеряла свое колечко с крестом «Спаси, сохрани». Тоже я всегда в нем... Символы, Да, то какие-то есть прям пошли? были предпосылки. Причем в этой же Армении мы ехали на такси, опять сбили кошку. Таксист уже с нами сбил кошку. И я тут такая думаю, что-то не то. То есть что-то подозрительное. Что-то страшное Да. грядет. И вот прям я говорю, что-то страшное должно было, видимо, мне вот показывало, что произойти. Вот. Эх, надо было просто повнимательнее обращать внимание Видимо, на знаки. Нельзя обижать кошек. А кто говорит? Ни в коем случае. А на что времени не хватает? времени не хватает. На что? Даже не знаю. Ну, вот на спасение животных иногда не хватает времени. Потом
Сейчас, ну, когда очень часто тренировки, вот, самое основное, не хватает времени, может быть, каждый день прям тренироваться. Потому что я когда работаю в школе, я очень устаю, и не бывает сил, то есть даже пойти в зал потренироваться или поплавать. Вот, ну, вот это меня только, наверное, расстраивает. А так, в принципе, на все можно найти. Могу там к родителям не очень часто приехать, может, раза 3 в неделю всего. Ну, вот. Пусть это в будущем и будут самые большие расстройства в жизни. Да, на этом наша программа завершается. Очень прекрасная спортивная, динамичная беседа у нас получилась. Даже об эзотерике поговорили опять. Класс, как я люблю. Яна, огромное спасибо. И вам спасибо большое. Я уверен, что все будет отлично. По-другому просто не может быть. И у наших телезрителей, безусловно, также будет все замечательно, потому что всегда с вами мы. Программа «Вечерняя игра». Увидимся. Пока. До свидания.